10 лет назад, когда ты только начинала, в сфере, ну, в твоей сфере, как визажист, эта ниша почти что была пустая. Или же были там несколько людей. Как сейчас обстоят дела в этой сфере? Ну, раньше, так сказать, на самом деле эта ниша была просто полностью, тотал пустая, полностью. Наверное, я была первой, кто начал мейкап здесь, в Таджикистане, потому что раньше все очень большое значение придавали именно голове, прическам и так далее, но почему-то на лицо никто не обращал внимания. А сейчас стало визажистов настолько много, что просто, перейдя дорогу, можно наткнуться на салон и найти визажиста одного или двоих точно в салоне. Достойные конкуренты есть? Конечно, да. Я считаю, что молодцы девочки, развиваются. Они не просто самоучки, они пытаются повышать свою квалификацию, они очень много работают над собой, берут очень часто модели, репетируют и тренируются на них. И очень хорошо, как говорят ученые, если ты 5000 часов посвятил какой-то работе, ты становишься специалистом, хочешь ты этого или нет. У тебя уже больше 5 часов? 5000 часов. 5000 часов. Ну, у меня, наверное, больше 10 тысяч часов. Ну, я не знаю даже, как это, за 10 лет, как это соизмерить, я не знаю. Объясни вот мне, простому смертному, да, вот в твоей сфере, да, вот когда ты только начинала, как ты думаешь, тебе повезло, что эта ниша была пустая, и ты сейчас являешься номером один, или же это твой труд, твои достижения? Ну, я думаю, что это два сопутствующих фактора в первую очередь, потому что как бы не было, первооткрывателем была я, и из-за того, что я безумно люблю свою работу, и это в первую очередь не работа для меня, а удовольствие в первую очередь для меня, поэтому я считаю, что эти две вещи очень хорошо совпали, так скажем. Ты сейчас считаешь себя номером один в этой сфере? Ну, я не хочу показаться нескромной, если честно, но просто я считаю, что у меня достижений больше, чем у многих. Но я не могу сказать, что я номер один, это уже не мне решать, а признание ты получаешь от публики. Визажист может быть не художником? Конечно, может быть, но чувствовать лицо, чувствовать черты лица, какому лицу нужно, какой макияж подобрать, я думаю, что это зависит именно от твоего художественного вкуса. Обычно сколько часов вы стоите и работаете? Я не хочу говорить даже, вспоминать даже этот день. У меня был один день на Новый год в прошлом году. Мой администратор записывал мне людей каждые полчаса. На макияж уходит где-то около часа, максимум час, обычно 40 минут. Она мне записывала каждые полчаса людей с 10 утра, и я закончила в 10 вечера. Сколько это получается людей? 20? Почти. 12 плюс 12. Это сколько? 24 человека. 24 человека я обслужила. И, ну, получается 24 часа? Нет, получается каждые полчаса. Каждые полчаса. Это получается, что 12 часов подряд я стояла с 10 утра до 10 ночи. И получается, что я обслужила за 12 часов 24 человека. И это было, если честно, ужасно тяжело, потому что, во-первых, успеть за полчаса это тяжело, во-вторых, обслужить и стоять столько часов, 12 часов подряд просто без воды, ну ладно, с водой, конечно, это уже я погнала, ну, очень тяжело, если честно, стоять столько времени, не то что работать, а просто вот на ногах, это, да. Было такое, что ты себе говоришь, все, с меня хватит, я меняю профессию? Никогда. Я настолько болею своей работой, так люблю ее, что никогда у меня даже мысли не было, что я хочу бросить работу. И как даже мой муж говорил, что там у тебя, когда я тебе сделаю, так что ты будешь ни в чем вообще никогда в жизни нуждаться, у тебя будут миллионы и все такое, ты потом оставишь работу? Я сказала, нет, нет, даже в этом случае я не оставлю, потому что мне нравится это. Возможно, я буду уже в ограниченном количестве брать кого-то, только когда у меня будут просто руки чесаться, но все равно работать я буду. Во время процесса, когда вы работаете, делаете из простых таких красавиц, о чем вы с ними говорите?
Если честно, я считаю, что я, наверное, личный психолог своих клиентов, потому что почему это не востребована профессия в Таджикистане? Видимо, потому что все в салоны ходят и все свою душу там отливают, да, выливают. Потому что каждый человек, который приходит, особенно женщины, у женщин есть потребность выговариваться. И тем более больше половины женщин у нас дома сидит, правильно? И, возможно, половину из них не пускают никуда. И многие любят приходить просто общаться. А я человек общительный, я не могу молчать просто, сидеть с клиентом и просто не общаться я не могу. Я должна обязательно какую-то беседу поддерживать. И пусть это будет даже клиент какой-то очень капризный, но все равно мне почему-то есть о чем поговорить с ним. Ну, вот самое, скажем, шокирующее, то, что вы обсуждали с клиентами, не запомнилось ничего? Шокирующее? Ну, шокирующее. Ну, была такая ситуация, когда сидела девушка и узнала, что у ее мужа есть вторая жена. И она плакала здесь и не давала возможности мне накрасить ее, да, так скажем. Слезы Были такие мешали. ситуации, да. Слезы мешали, у меня время уже, я должна уже другого человека принимать и все такое, но не получилось. В общем, она ушла, бедная, без макияжа. У тебя есть Инстаграм, скажем, один из популярных платформ, считается у нас в Таджикистане. Тебе самой какие странички больше интересны? Какие странички ты больше посещаешь? Среди таджикских пользователей или Неважно, мировых? неважно. Ну, конечно же, странички знаменитых визажистов мира, в первую очередь, конечно, где я учусь, повышаю свою квалификацию, да, потому что там очень часто поэтапно показывают, как красить того или иного человека, делать тот или иной макияж. Ну, а также я подписана, наверное, стандартно под многих звезд, наших, под зарубежных, под певцов, блогеров каких-то, да. Ну, это стандартно, я думаю. В этом я не отличилась ни в чем. Проект «Дива». В чем основной посыл этого проекта? Ну, в первую очередь эта идея пришла ко мне в голову, когда я сама начала куда-то выходить, общаться с девочками, встречаться с подругами и так далее. Я поняла, что просто не хватает таких мест. Ну, мне, получается, мало куда можно было ходить, чтобы там никто не смотрел, никто не комментировал то, что я там пошла куда-то или все такое. То есть мужской пол везде присутствует, начинаются разговоры, все такое. Поэтому девушки не могут спокойно выйти здесь, в нашей стране погулять, потанцевать просто, да, от души встать, покушать и потанцевать и покайфовать, так скажем. Я решила, что я хочу сделать женскую вечеринку, девичник, чтобы были там только женщины, даже ведущие, которые тамада и так далее, чтобы все это было в женском формате абсолютно, и чтобы девочки могли спокойно расслабиться и от души натанцеваться. Вот. И, естественно, так как я обслуживаю многих наших певиц, они становятся годами, конечно, с годами твоими близкими людьми, и мы все вместе решили сделать такую вечеринку. А тебе не кажется, что девушки больше обсуждают друг друга, чем парни их? Ну, смотри, ну не скажи сейчас, если честно. Удивляют меня все больше и больше парни. Я не знаю, много комментариев очень со стороны мужского пола, негативного, очень некрасиво обсуждают женщин. Ты как думаешь, это зависть? Ну, у мужчин не знаю, если честно, даже не знаю, чем они руководствуются. А вот у женщин, скорее всего, не зависть, не удовлетворенность в какой-то сфере. Вот, возможно, в том, что, я же, опять же, вернусь к тому, что, возможно, мало выходит из дома. Мне кажется, это очень большая проблема. То, что у вас один раз в год бывает такого вида мероприятий, это немало? Ну, если честно, у меня мероприятие было концертного формата, то есть это был концерт настоящий.
Мы с мужем все организовывали вдвоем, без чьей-либо помощи. И я могу сказать, что это очень тяжело организовать концерт целый, где ты должна отвечать не только за какие-то определенные части, ты отвечаешь за все вдвоем, за аппаратуру, за спонсоров, за певиц, за еду, за гостей, за печатную часть какую-то и так далее. Это просто адский труд. Ты готовишься к этому год целый. И, конечно, если честно, мы провели целых 3 дивы. 3 дивы 3 года за подряд. 3 года? Да, 3 года подряд проводили это мероприятие. И уже на 3-й диве, когда перед 3-й дивой, мы уже договорились, что уже это будет последний раз. Именно дива, мероприятие дива. Не знаю, что дальше, возможно, мы захотим что-то провести. Но дива планировалось как 3-летнее мероприятие, потому что оно очень выматывает. Да. Насколько мне известно, после последнего мероприятия был большой негатив. Как вы думаете, почему? Ну, если честно, я бы не хотела, наверное, об этом говорить. Ну, вы планируете продолжать или все, на этом хватит? Диву точно мы с самого начала планировали только 3 года подряд. Все. Тема с дивой, да, возможно, для нас закрыта. А остальные, возможно, мероприятия, так как у меня амбиций много, и у мужа моего, поэтому, возможно, что-то будет в будущем. 3 раза потанцевали в Сёре, девушки, вам хватит, так что можете сами как-нибудь справляться. Так получается? Я считаю, что цель этого мероприятия была не просто заставить девушек танцевать, а чтобы в будущем, возможно, кто-то еще делал такие мероприятия. Просто вдохновить кого-то на... Больше предложений не было? То есть никто не захотел больше делать такие мероприятия? Нет, предложений в этой сфере не было вообще ни у кого. Это просто наша личная идея была. И были предложения со стороны спонсоров в плане денег и так далее. Но чтобы кто-то инициативу нам подавал, никогда. Всегда инициативу проявляю я сама. А много спонсоров было? Конечно, достаточно. Ну, я считаю, что мы нашли всех пользователей, которые мы хотели. Ну вот если есть финансы, тогда нужно собрать сотрудников, чтобы вы как бы управляете, а там, другие это все организовывают. Не вариант? Ну, хорошая идея, возможно, в будущем. Так как сейчас я немного загружена, у меня сейчас много своих идей, проектов и мыслей. Сначала я немножко так вот подустала после дивы, возможно, я немножко так в тишину ушла. Сейчас я пришла в себя и у меня много новых идей, и я буду заниматься пока ими. Преображение. Это новый проект, получается? Да, вот как раз вот это тоже входит в мои планы. Мы только начали снимать этот проект. Я заметил только 1 выпуск. Или есть еще? Нет, есть уже 2-й выпуск. Если честно, нам просто некогда было им заниматься, так как сейчас после коронавируса начался сезон свадеб, и просто я устаю очень сильно от потока невест. Каждый день у меня невесты с 5 утра, с 4 утра. И поэтому мне некогда сесть, просто заняться элементарным монтажом 2-й серии, потому что 1-я серия уже вышла очень успешно, очень много хороших отзывов было, очень много позитива. Кстати, если честно, почти негатива не было, это вот очень редко вообще у нас здесь бывает такое. Поэтому я вдохновилась, конечно, снимать дальше этот проект. Мы сняли 1-ю серию, уже все посмотрели ее. Теперь 2-я серия уже отснята, и мы скоро на днях тоже выпустим 2-ю серию. И дальше продолжим съемки. Буквально 1 вопрос по поводу технического момента. Почему ролик размещен не на собственном канале? Ну, если честно, я не знаю. Пока я не создала свой YouTube-канал. Я немножко далека от этого. Надо в это тоже включиться, надо на это тоже время и все остальное. Пока я просто реализовала свою идею, посмотрела, как пойдет, понимаете? И, возможно, дальше больше будет. Конечно, я планирую свой YouTube-канал открыть.
А платформа в YouTube это уже знакомый или... Ну, конечно, знакомо. Я знаю, что там куча ограничений, все такое. Еще вот эта сложность в том, что надо музыку пишут нам отдельно, на бэкграунде. Да, бэкграунд. Да, нам пишут отдельно музыку, чтобы, не дай бог, там в Ютубе не забанили и все такое. Столько моментов. Как ты думаешь, вот эти девушки, которые приходят к тебе и на преображение, они больше не в психологическом поддержке нуждаются? Понимаешь, дело в том, что у женщин это связано. Позитив получить от моментов преображения в красоте, эмоционально, это все связано, потому что женщины в себе несут красоту, внутреннюю и внешнюю. У мужчин немножко все как-то проще. У женщин, чтобы получить позитивные эмоции, им нужно ощутить на себе красоту. Даже я, когда захожу в ресторан, и у меня нет настроения, я хочу покушать красивое что-то. Не обязательно вкусно. Пусть это будет даже не вкусно, но это если будет подано красиво, я буду себя чувствовать на $1 миллион, что я ем красивое блюдо, как в крутом ресторане и все такое. Я уже себя чувствую позитивно. В одном из интервью ты сама сказала, что у вас мастера, которые работают, они из России, из Кавказа. Точнее, из Чечни. Какое интервью было? Я не помню, если честно. У меня 2 персонал года назад, по-моему. Персонал, возможно, ну, да, возможно, у меня была работница из Кавказа была, да, и да, кстати, с Осетии была. Одна была, нет, все в основном таджички были. Одна была русская, одна была с Кавказа была, да. Я запуталась. Как можно убедить человека, который с Кавказа, приехать сюда, и он может здесь найти себя или заработать больше? Нет, прости, здесь такая была ситуация, что не убеждала, никого не привозила. Просто случились такие обстоятельства, которые привезли ее сюда. И получается, что она устроилась ко мне на работу. А, вы познакомились здесь, в Таджикистане? Да. Когда я давала объявление о том, что я пополняю свой персонал, что мне нужен мастер по этой сфере определенной, мне написали девочки, и одна из них была девушка с Кавказа, которая училась сама в Осетии и очень была хорошим мастером. И поэтому я ее взяла. И так получилось, что она уехала все равно обратно на Кавказ. Она не рассказала, почему она здесь оказалась? Ну, насколько я знаю, что-то семейное, ничего такого. Им больше платят, чем местным сотрудникам? Ни в коем случае. У нас здесь демократия, у нас все получают одинаково. Мне очень интересно, были такие случаи, когда девушка идет на первое свидание, приходит к вам, и после макияжа на завтра, когда она смывает это все, и ее может ее парень не узнать? Вот, если честно, никогда не углублялась, не узнавала подробности, что там дальше было. Если честно, очень многие пишут, что ой, вот вы так преобразили ее, а вот ее не узнают и так далее. Ну, вообще-то я считаю, что это моя работа, и они приходят ко мне, платят деньги за то, чтобы преобразиться. Или скорее я могу сказать, что они внутри такие. Просто есть такие моменты, что вот ухаживать за собой нужно все-таки всегда. По чуть-чуть подчеркивать свою красоту просто. Мы же тебе женщины. не кажется, что мейкап — это иллюзия, обман? Ну, это женская прерогатива обманывать мужчин. Серьезно? Ну, конечно. Блин, мы тайну раскрыли, ребята. То есть это нормально? Ну, даже в мире животным это нормально, только со стороны мужчин. Почему-то всегда самые красивые мужчины, мужской пол среди животных. Я не знаю, почему мужчины обманывают женщин в животном мире. Допустим, самец или самка какой-то птицы, обязательно самец самый красивый. И всегда он хорохорится перед своей самочкой и показывает ее. А у нас все наоборот, мы более разумные, видимо, из-за этого. Ну, смотри, после того, как они к вам в салон приходят, они второго раза не бывает или они второй раз тоже приходят? Ну,
в 85% они возвращаются еще раз. И не рассказывают, как было здорово в прошлый Да, раз? да, да. Кстати, это мой любимый момент, когда приходит клиентка и начинает рассказывать: а вы знаете, меня вчера никто не узнал, все говорили, что я такая красивая. Я была самой красивой на мероприятии, и это мое любимое, я начинаю чувствовать себя хорошо, я прям начинаю цвести. Мотивирует. Конечно, обожаю эти моменты. Еще один момент очень интересный, когда во всем мире сейчас естественная красота, оно ценится, естественно, натуральная красота, оно ценится, и она, и прежде всего люди стараются быть естественными. Почему в Таджикистане все наоборот? Ну, вы знаете, у нас психология очень похожа на психологию итальянцев. Итальянцы очень любят ярко краситься и ярко одеваться. И, видимо, мы предки итальянцев, я не знаю, потому что у нас тоже есть такой вот момент, что мы любим ярко одеваться, шубы красивые, любим яркие блестящие наряды и любим ярко краситься. Ну вот что поделаешь, у всех национальный колорит какой-то есть. Вот я считаю, это неплохо абсолютно. Знаете почему? Потому что каждая национальность привносит что-то в культуру, понимаете? Если даже вот яркие макияжи, это очень, вы считаете, плохо. Вот, допустим, арабский макияж, это, ну, естественно, понятно, что Саудовская Аравия, да, вот это все началось, это очень яркие длинные стрелки, очень большие глаза выраженные, возможно, даже линзы, даже ресницы клеют сверху, снизу, знаете. Ну, вы, наверное, об этом вообще не понимаете, о чем я. В последнее время очень много пересмотрел, да. Да. Ну и это хорошо, это входит в топ самых крутых макияжей в мире. Обязательно у любого визажиста в его портфолио есть макияжи с арабским акцентом. Может быть, скоро таджикский где-то появится и будет в портфолио каждого визажиста. А были моменты, когда ты смотришь на человека, который сидит на рабочем у тебя месте, и ты смотришь на него и говоришь: блин, но тут уже ничего не поможет? Нет, никогда. Не бывает. Вот честно вам скажу, не бывает девушек без достоинств. Ну, не бывает. Ну, у одной глаза красивые, прям нереально, у другой там губы красивые, нереально, у кого-то лицо прям правильное, вот скулы прям идеальные. У кого-то там тонкие черты лица, у кого-то побольше, но и это смотрится гармонично и красиво. Просто, вот я считаю, это правда, не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные или недофинансированные. Да. Недофинансированы? Конечно. А что это означает? Ну, это когда, ну как, я не знаю, как это обсудить даже. Ну, когда мужчина не вкладывает в свою женщину достаточно денег. Чтобы отправить к вам? Нет, не обязательно отправить ко мне. Ну, я считаю, что у каждой женщины есть какой-то свой лимит того, что она должна в месяц сделать. Там маникюр, педикюр обязательно, реснички обязательно, там лицо, там косметолог, стилист по волосам. Это обязательно. Это вот как пойти зубы почистить у женщин, понимаете? И если есть женщины, я не говорю, что это все, есть женщины, которые не хотят сами этого. Но есть женщины, которые хотят, но у них нет возможности. Вот в этом случае я считаю, что вот это недофинансированный случай. Стандартный марафет, давай так назовем. Это очень грубо звучит, грубо? Да. Марафет — это немножко даже пошло звучит. А как правильно сказать? Стандартный уход. У вас стандартный уход сколько стоит? Ну, если честно, я не хочу озвучивать цены. Это тема, которую я не хочу обсуждать, потому что это озвучивается лично клиенту и зависит от того, какое у клиента положение и что она хочет именно. Абсолютно разные стандарты. Ну, давайте грубо возьмем. Больше 1000 самон? Нет, это некрасиво обсуждать на камеру. Почему? Ну, потому что вот я решила так, что я не хочу обсуждать это. Как ты относишься к словам «мы» — то, что мы едим?
Ну, конечно, хорошо. Знаете почему? Потому что я имею страничку, в которой обсуждаем именно здоровую красоту. И связано очень много с пищей, с едой, которую нужно кушать. Ну вот, я сейчас попробую объяснить, но вы можете, точнее, ты можешь меня поправить. Я сейчас имею в виду, допустим, есть люди, которые, опять же, сделают макияж, там, это будет временно красиво, но то, что они употребляют нездоровую пищу, соответственно, у них кожа все равно будет портиться. Вы эти моменты не обсуждаете с клиентами? Дело в том, что я же еще раз повторюсь, так как я сама стала больше склоняться к здоровой пище, например, фастфуд я не ем абсолютно, и все равно я скажу, что у любого человека все равно есть проблемы с кожей. Я иногда могу себе раз в год там позволить тортик или еще что-то вот такое сладенькое. Естественно, это сразу почему-то на лице все это сразу показывается. Конечно, я это обсуждаю. Во-первых, потому что я сама стала немножко помешана в этой степени, поэтому я стала открывать страницу, связанную с фитнесом, со здоровьем, здоровым питанием и здоровым образом жизни. И, естественно, каждому клиенту, который приходит, у меня язык не держится никогда. Я обязательно говорю, что ему нужно сделать. Я не знаю, может, кто-то на меня обижается, не обижается, я не знаю. Но я все равно озвучиваю эти моменты, что вам нужно вот сходить в зал, а вот вам надо покушать правильно. А вот это кушайте, а вот это, пожалуйста, не кушайте. И у меня я начинаю умничать. Прислушиваются? Многие прислушиваются. Конечно, я заметила, что сейчас уже наши девушки готовы к тому, чтобы не просто краситься, но и следить за своим здоровым образом жизни, чтобы лицо было красивое. Начинают ходить к косметологам. Это очень хорошо, потому что, допустим, моя мама косметолог-эстетист. Это косметолог, который не занимается инъекциями. То есть укольчики, пукольчики, этого нет. Она за здоровую красоту, она делает там масочки, массажики и все такое. И вот она стала очень востребованной. Прям очень много у нее клиентов. А как ты сама относишься к уколочкам? Ну, если честно, не очень хорошо. Я не любительница этого, потому что у меня мама, как говорится, будь у моря, не искупаться, естественно, я хожу в первую очередь к ней. А насчет, я не знаю, возможно, мне с возрастом все это нужно будет, посмотрим. Я ничего не обещаю. Что больше всего бесит в профессии? Бесит? Не знаю. Ну, в последнее время я замечаю, что у нас немножко проблема, знаете, с чем? С пунктуальностью. Вот это вот меня очень сильно в последнее время мучает, потому что не бесит, мучает, потому что получается, что кто-то опаздывает, из-за него моя запись срывается. Этот следующий человек, получается, говорит мне, извините, я должна на мероприятии уже быть, почему вы мне позволяете себе такое? Естественно, запись сбивается, а тут, так как в нашей стране еще пока это все не сложено правильно, к сожалению, приходится, естественно, я не могу отказать тому, кто опоздал, и не могу не взять вовремя того человека, который пришел уже в свое время. И приходится разрываться. Вот это, конечно, тяжело. А как потом объясняете тому, кто пришел вовремя, что этот опоздал, пожалуйста, немножко подожди? В основном всегда приходится говорить, пожалуйста, подождите, чай, кофе, что вам предлагаем. Очень редко бывает такое, чтобы клиент просто начал эмоционировать как-то плохо. Очень редко. К счастью, у нас народ очень добрый и понимающий. А как ты относишься к визажисту мужику? Нормально, абсолютно. Ничего плохого в этом не вижу. Каждый пусть будет тем, кем он хочет. Он один раз в жизни живет, и пусть делает то, что он хочет. А были запросы, что хотим на работу к вам? На работу? Да. Ну, конечно, я мужской пол не принимаю, потому что у нас политика нашего салона, что у мужчин даже вход воспрещен. Вам можно сегодня. Ладно. Так уж и быть. Так уж и быть, да? Да. Спасибо большое.
Как ты уже подметила, к тебе очень много ходят наши звезды. М. Капризные? Я уже не помню. Знаете почему? Потому что я их так долго уже обслуживаю, столько лет, что я не помню, когда они капризничали. Вы понимаете, у меня моя первая клиентка звездная, это Дилером Курбанова. Она, кстати, сейчас ушла вот только недавно. Это заслуженная артистка Таджикистана. Очень много у нее знаменитых песен. И она приходит ко мне уже, сейчас я скажу. Ну, насколько я знаю, это 8 первая лет. звезда, 8 которая лет. была у Да, тебя, да, первая, да. от которой все и пошло. Да. А, ну вот последние, кроме нее, были капризные? Не было у меня капризных. Звезд именно не помню такого. Ну, может быть, чуть-чуть совсем, я не знаю. Но могут пока капризничать, что ой, что-то мне там не понравилось. Но в основном всегда я могу в любой момент переделать. Вот что у меня получается хорошо, это получается менять человека полностью, в первую очередь. И у меня получается, даже если человеку не нравится что-то, я могу на месте же все переиграть. Так, хорошенечко. Это уже профессиональные моменты, работа с кистью и все такое. А в чем заключается каприз? Ну, вот. Не, у меня были клиенты, честно скажу вам, была клиентка однажды, она вот так вот ресницы свои сняла, бросила на пол, говорит, мне ничего не нравится, переделывай мне все, вот так вот. Естественно, что у меня остается делать? Переделывать? Терпеть. Конечно. Клиент всегда прав. Даже не разбираешься, почему тебе не нравится? Нет, конечно, я обязательно, мне очень важно знать, что именно не нравится, потому что, но вот знаешь, какой момент бывает, что некоторые не могут просто сформулировать, что им не нравится, не понимают. Им нужно подумать некоторое время, и потом уже, пока клиент уже другой пришел, его время пришло, я должна уже принять этого клиента, но этот клиент еще думает, что же ему не нравится. Бывает такое, но всегда я стараюсь отпускать клиента довольным. Если даже что-то не нравится, я 1000 раз спрошу. Никогда про меня легенды ходят, что я такая плохая, что я вредная, что я могу неудовлетворенного клиента просто отправить и сказать, иди делай, что хочешь, и все такое. Но это неправда. Я всегда до последних мелочей спрашиваю, что тебе нравится, что тебе не нравится. Давай, если ты хочешь, сразу говори, я все переделаю. Как ты думаешь, почему такие слухи ходят? Я не знаю. Я вот не знаю. Знаешь почему? Потому что я никогда, видимо, сама не бывала распространителем слухов. Из-за этого я не понимаю, как эта система работает. Наши звезды чем-то отличаются от простых смертных? Ну, когда ну, в любом случае, Конечно. вы же о чем-то общаетесь, разговариваете. Вот о чем можно с ними пообщаться в процессе работы? Ну, во-первых, насчет звезд я хочу сказать, что да, на самом деле вот про меня там гадости, да, говорят, но про звезд наших говорят еще больше гадостей. И вот я хочу сказать, что так незаслуженно. Почему? Потому что они работают очень много, очень много. Допустим, вот некоторые певицы, одна у меня есть певица, моя подруга, которая имеет по 5 свадеб в день, по 3 часа. Я не знаю, как она это сделает, по 3 часа, по 2 часа. Я не представляю, как она за день успевает все это. Но она должна стоять и петь. И это нереально. Ну, я не знаю, в эти подробности меня уже никто не углублял. Но я смотрю на них и думаю, что, в принципе, в какой-то степени они имеют право капризничать или еще что-то. Потому что они платят деньги, в первую очередь. 2 года назад, опять же, в интервью ты сказала то, что наши звезды, они достаточно приземленные люди. Угу. Как ты сейчас думаешь? Ну, смотря кто. И смотря в каких обстоятельствах. От обстоятельств много зависит, конечно. В основном все, да. В основном все приземленные. Мне нравится, что, видимо, из-за того, что они сами всего добились, многие сами всего добились, и, видимо, из-за этого какая-то простота остается. Но есть, конечно, и звезды, которые зазвездились, так скажем.
заслуженно? Ну, смотря с чьей стороны. Все в этой жизни относительно. И Ну, хорошее, и плохое. По отношению к твоей работе, допустим. К моей работе, насчет работы именно не было никогда проблем. Вот не было такого, чтобы именно с работой связано было с моим макияжем, чтобы кто-то что-то мне устраивал, сцены какие-то и так далее. Не было такого. У меня всегда все гладко проходило, потому что я уже свою систему какую-то наработала, которая я знаю, что нужно делать в такой ситуации, если кому-то что-то не понравится, кто-то опаздывает и так далее. Цитирую. Даже если я захочу стать президентом, допустим, в какой-нибудь африканской стране, знаю, что я смогу. Я читал интервью, и там действительно мне показалось, что вот человек, который действительно такой самоуверенный, такой вот, который постоянно двигается вперед. Сейчас ты можешь так же сказать? Безусловно. Конечно, потом меня муж приземлил и сказал: «Зайка, извини, конечно, но ты не можешь стать президентом Африки, потому что, в первую очередь, ты женщина, во-вторых, потому что ты не африканской национальности. Только, получается, человек национальность какой страны, тот человек и может стать президентом». Я говорю: неважно, я права была. Не, я считаю, что, возможно, придется сложнее работать и все переделать, систему переделать. Бывают революционеры, давайте поговорим о людях, которые революцию совершали в мире. Правильно? Я не говорю сейчас о себе, но я говорю, что очень много людей могут изменить все в этой жизни. Меня сейчас интересуют амбиции, которые были до сих пор такие же. Амбиции, да, безусловно. Амбиции еще больше стало, наверное. Да. Я думаю, что я сейчас большего хочу. Подруги часто путают работу с дружбой? Да. Бесит? Очень часто. Сейчас уже этого нет. Сейчас уже все пресекла, все уже расставило на места. Раньше было такое много. И бесило, и ругались, и все на свете, конечно. Как давно это было? Не знаю. Нет, уже лет 5 назад. Это давно было. Да. Сейчас уже все хорошо. Насколько я понял, все серьезные моменты ты обязательно советуешься с мужем. Обязательно. Ты знаешь пароль от его телефона? Да, конечно. То есть с этим проблем нет? Никогда не было. За 10 лет никогда не было вообще такого вопроса о том, чтобы он мне скрывал свой телефон как-то от меня. И причем я никогда не лазю, потому что мне уж там неинтересно, я даже ничего не найду. Либо он очень тщательно скрывает, либо он просто очень хороший человек. Но я склоняюсь ко второму. Я сейчас искренне говорю. Я хорошо знаю Сухроба. И вы действительно тот пример пары, который бы я посоветовал, наверное, любому человеку у нас в стране. Это настолько, насколько я вас знаю. И недавно я пролистал Инстаграм, и там есть ваше совместное фото, и есть комментарии, что ты ростом выше него. Вы это обсуждали? Дело в том, что я вам секрет такой раскрою. Дело в том, что он выше меня на 1 сантиметр. Во всем виноваты каблуки? Да, потому что у меня очень высокие каблуки. Я, хотя очень высокая, у меня 1,76 м рост. У моего мужа 77 или 78, я не знаю. Он меня выше по-любому. А каблуки мои, возможно, кому-то мешают, я не знаю, хотя я не могу без каблуков. Я обожаю каблуки. Я себя чувствую женственно и комфортно в них. И тем более мой муж любит, когда я одеваю каблуки. Я помню, что мы до свадьбы ходили выбирать мне обувь какую-то, и он просто... Я помню, что я думаю, зачем я все это купила, все на каблуках? А потом вспомнила, что потому что он меня заставил. Он меня заставил просто купить все на каблуках. Ему нравится. То есть комплекса нет?
Нет, абсолютно никаких комплексов у меня нет по этому поводу. Сухроб, подтверждаешь? Да, абсолютно. Мне даже нравятся высокие девушки. Высокие девушки. Ну, хотя ты тоже не маленький, кстати. Ну, ты же не мелкий. Почему тебе нравятся высокие девушки? Это отдельное интервью у Суроба возьмем потом. О высоких девушках. Я знаю то, что в вашей сфере фантазия это очень приветствуется, это должно быть, ну, как художник, как и визажист. На кухне тоже получается изобретать? Раньше, да. Раньше мой муж гордился, что я очень много готовила, и я вкусно готовила. А сейчас у нас дома готовит муж. Он такой молодец. Круто! Я шучу. Если честно, он любит иногда готовить, и у него почему-то очень хорошо получается. Это я говорю, тебе нужно какое-нибудь 3-4 образование получить поварское, потому что ты прям когда готовишь, я не могу, и у меня кусочка не остается на тарелке. А с чем это связано? То, что времени не хватает или Ну, просто... у меня связано с тем, что, ну, видимо, да, нужно попытаться и поработать, и с детьми время провести, и с мужем время провести, и еще красиво остаться, и все остальное. Как часто ты сама красишься? Я? Ну, я стараюсь каждый день делать хотя бы нюдовый такой натуральный мейкап. Потому что как я могу быть визажистом, если я сама плохо выгляжу? Это важно на работе? Ну, я считаю, что тебя встречают по одежке, правильно? Если кто-то приходит первый раз ко мне и видит, что я неухоженно выгляжу, я думаю, что это, наверное, плохой показатель. А если ты придешь без макияжа на работу, что-то изменится? Нет, конечно, я приходила на работу без макияжа, особенно в 5 утра, знаете ли, тяжело прийти при полном параде на работу, хотя мой муж говорит, что я все равно как люстра все время на работу прихожу. Но все равно бывают моменты, и почему-то я пока никого не шокировала, я думаю, что все пока нормально. В конце каждого интервью мы задаем блиц-вопросы. Я задаю коротко, ты отвечаешь, как тебе удобно. Можно коротко, можно не очень. Поехали? Что, на время это будет? Не на Засекать время. буду? Как тебе удобно будет? Хорошо. Блиц. Чем отличается помада за 50 самон от 200? Ну, во-первых, за 200 я не покупаю, минимум $35, это 350 или 400 само получается. Чем отличается? Качеством, что, возможно, она дольше держится, и она хорошо лежит на губах, она не скатывается просто. Красота для тебя это? Красота для меня, ну, это совокупность внешности и внутреннего мира. К сожалению, вот, видимо, из-за моей профессии я не могу сказать, что человек, который очень плохо выглядит в халате засаленном, и он очень нежно говорит, он некрасивый все равно для меня, пока он не приведет себя в порядок. Кто, по-твоему, некрасивый человек? Нету некрасивых людей. Ну вот насчет мужчин не знаю, я не присматривалась, а вот насчет женщин некрасивых не бывает. Вот это я могу с уверенностью сказать. Как часто ты говоришь неправду на вопрос «а мне идет»? Всегда говорю правду, вот это моя проблема. Я всегда всем прям в лоб. Когда последний раз говорила «тебе не идет»? Каждый день я говорю, не, это не пойдет, иди переоденься, или иди давайте по-другому сделаем это, и так далее. Ты себе какой больше нравишься, с косметикой или без? Себе, наверное, с косметикой. Как бы это ни печально звучало. Что легче принять, ложь или измену? О, такой вопрос, слушай, это вообще не по теме, я визажист вообще-то. Я не знаю, это вообще, я не сталкивалась никогда с этим, веришь? Можешь не верить в это, но это правда, я тебе скажу, я не сталкивалась с этим. Ни с тем, ни с другим за 10 лет. Что в твоем внешнем виде тебе больше всего не нравится?
В моем внешнем виде? Да, мне все нравится. Абсолютно все. Ну, может быть, мелочь какая-то, я не знаю. Ну, это как у всех стандартно, там, ресницы подлиннее, там, я не знаю, волосы погуще. А так, все нравится. Я довольна собой. Бизнес или искусство? Искусство. В бизнесе. Шучу. Искусство, конечно, в первую очередь. Это я же говорю еще раз, это не работа, это в первую очередь было хобби. Так получилось, что это переросло в работу. Дай пару советов, как найти путь к шоу-бизнесу, визажисту. Я думаю, что этот путь сам тебя найдет, если ты будешь усердно работать над собой, любить свою работу до безумия. Наверное, это вот очень важно, чтобы ты очень сильно любила свою работу. А все остальное само приходит. Ко мне, я считаю, само все пришло. Я не старалась даже. Я просто старалась улучшаться в своей работе. Все. И последнее. В чем ценность? Конечно, в семье. Ценность этой жизни ты имеешь в виду? Да. Да, конечно, это семья, потому что нет моей семьи, нет меня. Просто меня не станет, если не будет моей семьи. Потому что мой муж — это моя поддержка, это мой друг, самый близкий. А дети — это мои плоды. Без Здорово. этого невозможно прожить. И каждый человек должен найти свою половину, свою семью создать. И в этом ценность жизни, ценность нашего существования. Спасибо.